Каток из фекальных вод образовался во дворе дома по улице Кочнева в Якутске. Одинокий пенсионер всю зиму борется с недобросовестной управляющей компанией. Есть ли решение сложившейся проблемы и как комментирует ситуацию руководство УК, расскажет Розалия Борисова. Воды фекальные 5 марта. Вот. Пока было холода, вот тут стояла она. Я-то печку топлю, все равно. Сейчас маленько потеплее на улице. Тут уже она впиталась, а вон там еще лед. Вот. Тут еще лед. Вот, видите, вот лед капитальный. Такой лед из фекальных вод образовался не только в сарае, в котором сейчас живет Анатолий Гаськов. Причиной наледи на территории всего двора является септик соседних многоквартирных домов. Заливается, я бегаю, не заливает. Всю зиму бегаю с 23 октября, как суббота такая. Они не качают просто, утечки нету никакой. Не качают по субботам. Позвоню, я уже диспетчеру. Как так? Ой, пошлет 3 машины. Сразу. Да ко мне-то уже залило. Но в управляющей компании совсем иное видение проблемы. Дом у нас является конечным. Дом конечный, то есть там самый последний дом с цепочкой отопления, то есть там всегда холодно, и жители производят несанкционированный сброс воды, систему водоотведения с батарей. Но, соответственно, у нас сразу возрастает норматив вывоза, то есть если мы вывозили одну машину, а увозим там 5, 6, 10. И в основном у нас на наледи образуется самый холодный период времени. То есть это декабрь, январь месяц, когда стоят крещенские морозы за 50. То есть люди начинают вообще сливать там такие объемы, то что мы чисто физически не успеваем. Но при этом управляющая компания заявляет, что готова убрать образовавшуюся наледь, но не может заехать во двор дома. Хозяин не пускает. А чего они врут-то? Я их приглашаю, зайди, посмотри. А что он посмотрит, что толку? Там же налить. Он что ее будет делать-то? И пока стороны не могут найти общий язык, с каждым днем на улице становится теплее, и наледь начинает превращаться в озеро из фекалий. Розалия Борисова, Дмитрий Сергачев, НВК Саха, Якутск.